Возьми свою саблю. Нет. Подними ее. Нет. Когда Бог разделил перед нами воды моря, Он сделал это, потому что мы верили в Него. Он послал нам пищу и воду, когда мы страдали от голода и жажды. Если мы решим сражаться, Он подумает, что мы потеряли веру в Него. Как тебя зовут? Иешуа. Бог не будет сражаться за нас во всех битвах, Иешуа. Хотел бы я этого, но это было бы слишком просто. На этот раз нам придется драться сами. А это значит всем до единого. Когда придет время, Бог поможет нам. Мешать Ему в этом значит оскорблять Его. Жил однажды человек, дому которого грозило наводнение. Когда уходил его сосед, он позвал человека с собой. «Нет», — ответил тот, — «я буду ждать Божьей помощи». А вода продолжала прибывать. Проезжающий всадник на верблюде окликнул его: «Прыгай ко мне, спасайся». «Нет, я буду ждать Божьей помощи». Вода дошла уже до крыши. Мимо проплыл человек в лодке, но тот отказался сесть в нее. «Я жду Божьей помощи». Так он и утонул. Очень сердитый явился он перед Богом и спросил: «Почему ты не спас меня? Боже, почему?» — спросил он. А Бог ответил: «Я послал тебе соседа, послал тебе верблюда и лодку. Чего еще ты от меня ждал? Я делаю то, чему ты нас учишь. Верю ему. И не хочу оскорбить его, сражаясь, оскорбить его, защищая себя и свой народ. Оставь его. Он все еще думает как раб». Когда бьют раба, он только закрывается и умоляет: «Пожалуйста, не бейте меня». Он заламывает руки и не разогнет спины, даже если его забьют до смерти. А свободный человек, гордый собой, своей семьей и своим племенем, он скажет так: «Только тронь меня, и умрешь». Думаю, в тебе все-таки есть задатки воина.